хочу выразить свою благодарность всем тем, кто пришел к нам на встречу. Уважаемый президент, уважаемые члены правительства, разговор у нас происходит очень интересный, достаточно принципиальный. Мы последние годы оказались в ситуации, когда большая часть нашего общества не знает правды, что происходит вокруг нас. Очень много людей, кто пытается, а многие уже, наверное, и таких вот моментов достигли, как бы забаламутить общество, увести их от проблем в другую сторону. И, разумеется, не с целью укрепления нашего государства, а наоборот, ухудшения состояния нашего общества. Конечно, приходится здесь констатировать такие факты. Что преследуют эти люди, которые вкладывают деньги в Абхазию? Ну, из каких источников эти деньги идут, мы уже примерно знаем. Хотя не все мы знаем. Мы до сих пор не знаем точный механизм перевода этих денег в карманы наших граждан. Да, есть банки, банковские структуры, но есть и другая система валютных операций, это криптовалюта. Есть наличности, которые можно в кармане переносить. И если говорить о деньгах, то это далеко не 2 миллиарда, гораздо, наверное, больше. А ставки растут. Ставки растут, потому что в нашем обществе пошел очень серьезный резонанс относительно деятельности некоторых неправительственных организаций. Уже почти более 2 лет люди, которые трудятся в сфере неправительственных организаций, не бывает в западноевропейских странах и в Америке. Если раньше, например, считалось нормой посещения Лондона, Парижа, Берлина, Рима, там, значит, Вашингтон и так далее, то сегодня все это уже купировано. Понятно, что в Грузии начинают понимать, что наш контакт с Европой это несет и опасность для грузинской политики. И потому нам дорогу туда перекрыли. Я, по крайней мере, знакомился с документом в виде письма, которое было направлено в соответствующие структуры Европы, где наши жалуются, что вот грузины нас не выпускают никуда, они вот держат нас здесь. Я понимаю их озабоченность. Все делается для того, чтобы дискредитировать власть. И притом это давно. Не давать развиваться нашей стране. Почему против проектов, казалось бы, очевидных, очень полезных для нас, тут же масса критики. Этот проект губителен для нас, ни в коем случае, там, и так далее, и так далее. Когда начинаешь смотреть, а в чьих интересах все это, конечно, тут все видно, он лежит буквально на поверхности. Это вот 2 момента. Первых, это дискредитация властей, это не давать нам развиваться. Нормально. И третий, очень важный для кураторов, это испортить нам отношения с Россией, и чтобы русофобское настроение у нас в Абхазии было все больше и больше. Конечно, меня далеко уже не молодого человека, это очень и очень тревожит. Очень много людей в обществе, кто это начал понимать. Бываешь в селах, там, в районах и так далее, эти вопросы возникают. И начинают задавать вопросы. Вы знаете, вот когда говорят о том, что НПО наше будущее, ну, надо же этому человеку сказать, далеко не наше будущее, это наоборот. Но я хотел бы, уважаемый Аслан Георгиевич, чтобы вот такая оценка, которую мы пытаемся сегодня дать этому движению НПО, она была, наверное, во всех правительственных структурах. У нас была недавно встреча, мы встречались с интеллигенцией,
Ну, это была часть интеллигенции, вот. Но там были ваши представители, которые говорили, ни в коем случае такой закон нельзя принимать. Это противоречит будущей Абхазии. Это противоречит нашим демократическим институтам. Я был просто удивлен, шокирован этим. Я думаю, эта информация уже и до вас дошла. Наверное, я сейчас не хочу пальцем на кого-то показывать. И у нас все больше и больше разговоров не в обществе, а в социальных сетях о том, что фамилии неугодных людей в Абхазии передаются спецслужбам России нашими правительственными структурами. То есть у нас в правительстве сидят люди, кто день и ночь сидит и списки составляет, и эти списки сливает в соседнюю страну. Я этому поверить никак не могу. Потому что бывали моменты, когда и меня останавливали на границе. В 2000 году, 2001, 2003 году. Но ни один человек из тех, кто со мной беседовал, не сказал, что информация о вас пришла из Абхазии. Я дал разъяснение, и мы друг друга поняли и быстро расстались. То есть вы, пожалуйста, имейте это в виду, что есть такой разговор, есть люди, которые настаивают на этом, и они выступают в прямом эфире, говоря, что нас сливает наше правительство. Мне, откровенно говоря, очень обидно за наше правительство, за нашу страну. Вы знаете, я не собираюсь политическую карьеру строить, да, это у меня уже позади, вот. Но за имидж Абхазии, за эту страну я немало в этой жизни сделал, и хотелось бы, чтобы его молодые люди, которые сегодня Абхазию получили на руки, мы его когда-то вытащили, знаете, из пасти дракона, и чтобы они с нашей Абхазией поступили так, как они хотят поступать. Так, как сегодня так легко не говорят. Когда говорят о том, что списки сливаются, а вы проследите за своими выступлениями в прямом эфире. Вы посмотрите свои выступления в социальных сетях, в Ютубе посмотрите. Многие люди в общественной палате не понимают важность этого вопроса. Многие не понимают. Хотя основная масса членов общественной палаты понимают, и они со всей ответственностью к этому подходят, потому что это будущее нашей страны, нашего государства. У меня все. Этот вопрос для меня